Эти ящики с фруктами не оценка работы докторов, а просто знак внимания. Адресаты – врачи красной зоны, которые лечат как взрослых, так и детей от ковида. Для докторов подготовили целый микроавтобус с гостинцами. Апельсины, яблоки, мандарины – это список продуктов, богатых витаминами, которые так нужны при вирусных заболеваниях. Визит единороссов к врачам – это часть выполнения обещаний их предвыборной кампании. مسؤولش متشكي شعرشكي تخصدوش أتمت جسايات يسارش تعتقد ده تواش مقر ده شيء ده ساعنا أخش. Больных тоже как бы поддержать их, что есть такое внимание, что мы про них думаем, про них знаем, про них беспокоимся. Вот решили и их проведать медработников. Не остаются в стороне и волонтеры. Молодежь также вносит свой вклад. Каждый раз помогают при проведении подобных благотворительных акций. Борьба с коронавирусом продолжается. Подарки от депутатов принимает главврач. А тем временем работники красной зоны в белых халатах борются за здоровье пациентов. Всего в красной зоне лечатся свыше 80 человек. В отделении реанимации в настоящий момент у нас находится 10 человек, 8 из которых находятся на неинвазивной вентиляции легких. Состояние преимущественно остается крайне тяжелым в условиях реанимации больных. В третью волну течение болезни очень непредсказуемое. К сожалению, очень часто наблюдается неблагоприятный исход, несмотря на всевозможный объем, на адекватную терапию. Любой жест внимания, каждое доброе слово признаются, стимулируют и придают сил бороться с тяжелой и непредсказуемой инфекцией. Со слов главного врача, с самого начала пандемии их больница не обделена вниманием. Приятно, что нашу работу всегда ценят, поддерживают, помогают. Главное, мы знаем, что есть всегда поддержка и людей, и правительства, и главы, и всей страны, можно сказать. Поэтому это мы всегда ценим и стараемся работать в меру своих сил. Хотелось бы сказать, несмотря на то, что болезнь это агрессивная, уносит, не одну жизнь унесла и продолжает. Мы делаем все возможное, что в наших силах, и будем это делать. Помогать людям, лечить. Надеемся, что в ближайшее время все-таки мы сможем победить эту болезнь. Это не разовая акция, отметили депутаты Народного собрания. Парламентарии обещают, что по мере возможности будут продолжать оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Идрис Ижиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.